Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия. Сегодня мы с вами будем делать расклад как карту дня, его мысли о вас сегодня и что он будет делать, что предпринимать в эти дни. Будем смотреть дня, наверное, 3-4 вперед. От того времени, от того момента, как вы смотрите это видео. Выбирайте свой вариант и переходим к трактовкам. Итак, первый вариант. Его мысли о вас сегодня. Первый день, от того момента, как вы смотрите, нет определенного направления. Его мысли как-то они несутся у него галопом, они мысли о вас, о том, что он о вас думает. Он вас пока не понимает, что происходит, пытается найти ответы, но не находит. Ну и, конечно, здесь еще, смотрите, прекрасная карта, он о вас думает в таком достаточно благостном, любящем направлении. Вы ему очень нравитесь, вы ему дороги, вы ему нужны, вы ему важны, но почему-то как-то здесь у него нет четкого понимания, что же вам нужно, что с вами происходит, почему с вами происходит. Он понимает лишь одно, что вы ему нравитесь, что вы ему очень нравитесь, и что он хотел бы сохранить с вами отношения. И поэтому в действиях у него, смотрите, выпала ваша карта бланка и карта букет. В действиях он будет вам показывать, что вы ему нужны, что вы для него человек его жизни важный, что вы ему нужны, что вас он ценит, а вас он понимает, будет пытаться всячески вас поддерживать, как-то, видимо, флирт, комплименты, может быть, какие-то даже подарки мелкие, но приятные, может быть, даже и в прямом смысле преподнесет вам какой-то букет цветов, либо, в общем, что-то такое приятное, полезное, красивое. И в этот день он будет вам показывать и вам декларировать, что вы ему нужны, что вы для него важная часть его жизни, но в мыслях, он просто будет пытаться показать вам через свои действия, что вы все-таки женщина, которая ему дорога и важна. А дальше, следующий день у нас, почему-то дальше у него, видимо, начнутся какие-то переживания и терзания, потому что, может быть, кто-то ему что-то скажет, или он опять себе что-то надумает, накрутит, как-то он немного от вас мысленно отгородится, построит такую некую стену, может быть, будет немного нервный и не будет с вами открыт, не будет с вами чтобы как в первый день душа на распашку, все для вас, все вам к вашим ногам. Нет, на следующий день он как-то тактику поменяет, его даже и мысли, и действия мы видим, они изменятся. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что есть непонимание, недопонимание у него самого. Не может он считать вас, не может он вас раскусить до конца, поэтому, знаете, у него здесь включается, может быть, неуверенность в себе, и поэтому человек уже немного будет закрываться и немного вас сторониться. Но в любом случае в действиях он будет показывать, что в принципе отношения развиваются достаточно гармонично и как-то даже будет пытаться быть с вами постоянно на связи, но все равно как-то уже не так открыто, не так нараспашку, как в первый день. Все равно будет, скорее всего, и от вас ждать какой-то инициативы, от вас ждать какого-то ответа, И поэтому здесь вы уже не будете чувствовать через его действия и через его чувства и эмоции, на эмпативном уровне, что он с вами также открыт и также к вам открыто расположен, как, например, в первый день. Во второй день нет, уже такого не будет. И человек все равно немного призакроется, но
Пока что все, в принципе, будет развиваться нормально, но эмоционально и ментально, да, он уже от вас будет немного закрыт. Далее, третий день. Вот третий день, видимо, пик кризиса у него настанет. Вот, совсем он от вас может закрыться, либо, знаете, вот обидеться на вас, потому что у нас, смотрите, на метафорических картах выпали вот эти карты, да, мы видим, девушка пытается вытащить другую из воды, тянет его вперед, да, и вторая карта, девушка вся опутана нитями, и она уходит из нее. Вот из ее мешка сочится какая-то жидкость, которая опутывает ей ноги, не дает ей двигаться нормально. И вот здесь в мыслях, вот он уже себя настолько накрутил, вот сильно он уже себя накрутил. Вот эта его неуверенность, она его вообще сковывает, не дает ему двигаться дальше. Ментально он, конечно, тут в большом раздрайве, ждет от вас реакции, хочет, чтобы вы ему показали, чтобы вы ему сказали, что-то сделали, чтобы он понял, что все-таки он вам важен и нужен. Вот он ждет от вас помощи и поддержки. Вот он прям в ней нуждается, дорогие мои, ментально прям кричит вам о том, что поддержи меня, помоги мне, покажи, что я тебе все-таки нужен, потому что здесь уже идет и обида. И через эту обиду, смотрите, у нас в действиях карта гроб и карта крест. Вот он вообще закроется в себе, уйдет в себя, и вы даже если и попытаетесь достучаться, то тут, скорее всего, даже и не получится. Но вот смотрите, да, у него тут диссонанс в мыслях, он хочет и ждет от вас какого-то действия, какого-то внимания, понимания, заботы, любви. А вот в действиях, даже если вы ему и будете показывать или пытаться будете как-то проявлять себя, то вот здесь, смотрите, карта гроб и карта крест. Он просто вас к себе не подпустит, будет от вас закрываться, будет в своих терзаниях, метаниях находиться внутри, в себе. Тут достаточно тяжелый у него какой-то депрессивный, эмоционально нестабильный день. Третий. Далее у нас четвертый денек. Чуть-чуть повыше подниму, да, метафорические карты, его мысли и его действия. Смотрите, мысли. Тут уже, знаете, видимо, он как-то прозреет, что вы к нему все-таки, да, благосклонны, что вы все-таки рядом с ним, и да, будет ощущение у него, что все хорошо, но и все равно какое-то недоверие у него здесь в мыслях все равно будет, какая-то червоточинка в мыслях у него будет. Он будет за вами следить, будет анализировать ваши действия, ваши поступки, ваши слова, и так даже с некой такой высокомерной точки зрения. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. И да, он уже здесь на контакт с вами выйдет, у нас карта всадник, но далее идут тучи. Все равно, даже если будет контакт, да, пойдет он с вами на сближение после вот этой вот жуткой трансформации, да, и отгораживания, уже пойдет с вами на сближение, но все равно тут есть место недоверию. Смотрите, и в мыслях у него вот это высокомерие, да, будет он, может быть, что-то требовать от вас, и в действиях он также будет показывать, вроде как да, он к вам расположен, вроде как да, он к вам открыт, и в то же время тучки нам говорят о том, что нет у него четкого понимания, и четко и конкретно, да, уже открыто он к вам расположен не будет, как, например, в первый день. Тут все равно будет недоверие, тут все равно будут какие-то такие туманные действия от него, непонятные, куда все-таки, что он хочет сказать, и что он хочет сделать, и для чего это ему нужно. Вот здесь вы не сможете прочитать, что же все-таки он вам хочет сказать, потому что действия вообще по тучам у них. Да, действия какие-то будут однозначно, потому что здесь и всадник, и в то же время, ну, будет он от вас все равно закрыт, не будет вам доверять. Это был вариант номер 1. Дорогие, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всех благодарю, что были со мной. И перехожу к варианту номер 2. Итак, дорогие, второй вариант трактуем для вас и его мысли о вас, и действия к вам на ближайшие 4 дня от того момента, как вы смотрите видео. Итак, первый день, его мысли о вас.
Ну что, хочет он, конечно, быть с вами, хочет провести время с вами, хочет чаще быть с вами, чтобы вы были ближе, чтобы вы были роднее, чтобы вы были с ним открыты, чтобы отношения складывались гармонично, вот любяще, дружески, ну, чтобы отношения были доверительные, чтобы была любовь, чтобы была гармония, чтобы было взаимопонимание, чтобы были чувства. Вот он о вас, о вас, Господи, он о вас думали в таком ключе. Вот хочет, он желает быть с вами как можно ближе и как можно чаще. Действие коса и ключ. Вот в действиях он, скорее всего, так и будет вам показывать, и причем это может даже случиться резко и неожиданно для вас, что он хочет уже перейти на новый уровень. Потому что ключ у нас, да, хочет он открыть уже другую дверь в ваших отношениях, хочет двигаться дальше, хочет уже некого такого результата от общения, да, потому что, скорее всего, он его не видит пока что. Будет требовать и показывать вам, и декларировать, что пора бы перейти уже на другой, на новый уровень в отношениях. Далее, второй день. А второй день в мыслях у него абсолютное, тотальное какое-то одиночество и такая внутренняя пустота, когда он не чувствует ни вашей любви, ни вашей заботы, но очень и очень этого хочет, он об этом мечтает. И видит вас такой же, кстати говоря, и одинокой, почему-то и немного даже закрытой, как будто покинутой. Вот нет у вас с ним такого вот сонастройки пока что нет. Такое ощущение, что вы одиноки, и он одинок в ваших отношениях. Он и вас видит одиноко, и себя также чувствует, и думает также о вас, о ваших отношениях, что вы достаточно закрыты друг с другом, что вам друг с другом одиноко, и что пусто, и холодно, и голодно. В общем, такое тотальное одиночество. Действие. В действиях у нас собака и карта птицы. Вот он ждет от вас любви, ждет от вас понимания, ждет от вас дружбы, открытости, верности, хочет быть всегда рядом, и чтобы вы были всегда рядом, и будет вам показывать свое расположение о том, что рядом, и о том, что он ждет вашего внимания и хочет вашего внимания. И, скорее всего, даже по птичкам он может вам даже об этом и в открытую уже сказать, что вот он я, давай будем партнерами, давай будем парой, давай будем вместе, что бы ни было, что бы ни случилось. Хочу, чтобы мы были вдвоем, чтобы мы друг друга слышали, чтобы мы друг друга видели, чтобы было взаимопонимание, гармония, любовь, лад, мир, дружба, жвачка. Вот так бы я сказала. Далее, третий день, его мысли и его действия. В мыслях все равно одиночество, но уже, знаете, тут есть уже движение. Движение, и он уже, возможно, даже увидит и от вас в ответ некое движение, некое расположение. И уже тут ментальный уровень у него, да, мысли о вас уже немного выправляются, у него появляется надежда на то, что отношения возможны, и отношения возможны даже долгосрочные, долговременные, и что они приведут к такому некому результату. И он мыслит и думает, и мечтает о гармоничных отношениях, о чувственных отношениях, о взаимопонимании, о теплоте, о гармонии. В действиях карта лиса и карта букет. Вот здесь он, знаете, будет уже проявлять себя хитро, мудро, и даже, может быть, у него появится какой-то план, как вас завоевать, как вас расположить, как вас с вами сблизиться. И вот тут он начнет его уже даже реализовывать по лисе. И такое может быть. Тут уже будут комплименты, тут уже будут какие-то мелкие подарки. Может быть, вас он куда-то пригласит, может быть, и по рисунку проиграется, что он вам подарит букет цветов, сделает какой-то мелкий, небольшой, но очень приятный подарок. Будет с вами открыт, будет к вам расположен. Но открыт не до конца. Все-таки у нас лисичка, она все-таки хитрая и открытая не нараспашку, да, а все равно тут есть некая такая боязнь, что, ну вот, может быть, все не так, как я себе придумал, как я хочу, но попытки к сближению, да, он уже делать будет. Далее, четвертый день его мысли
и его действия, мысли. Все-таки ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. И вот есть все равно червоточинка у него в мыслях, есть какая-то неуверенность. И даже сейчас выглянем. Есть неуверенность, но есть надежда на то, что отношения все-таки будут складываться, и он пытается все негативные мысли, все плохие мысли, да, те мысли, что в негативном ключе, как-то их отогнать, прогнать, и надеется он все-таки на любовь, на отношения, на взаимопонимание. И в действиях у него, смотрите, карта гроб и карта всадник. Вот тут движение по направлению к вам, достаточно быстрое движение. У нас и гроб — это быстрая карта, и у нас еще и всадник. То есть он либо приедет, если вы на расстоянии, либо пригласит вас куда-то, либо вы совместно куда-то поедете. В общем, все его действия будут направлены на вас, к вам, на развитие отношений, на движение в отношениях, чтобы отношения развивались, двигались, расширялись и так далее. Вот тут у него четкое движение уже вперед на развитие, на любовь. Это был второй вариант, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы. Всего вам самого-самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я перехожу к варианту номер 3. Итак, вариант номер 3. Его мысли и действия о вас в ближайшие 4 дня. Его мысли. Достаточно, первый день, достаточно он одинок. Тотальное какое-то внутреннее одиночество и желание оградиться как-то, закрыться. И вас он также видит закрытой, видит, что вы хотите избавиться уже от наболевшего, избавиться от внутренней боли. И также вы одиноки, и также вы несчастные, как и он. Дальше его действия. Карта дом и карта коса. Но опять же, вот он не будет вас пускать к себе близко, оградиться от вас, и на любую вашу попытку, на любое ваше действие он будет отвечать таким резким каким-то действием либо словом, что вас будет от него отталкивать. Также и сам будет от вас закрыт и не будет к вам проявлять каких-то таких вот мягких, гармоничных действий и чувств. Тут нет, тут резкое какое-то движение по косе у нас, и достаточно может быть болезненное. Тут могут быть резкие слова, резкие действия и так далее. Далее второй день. Его мысли и его действия. В мыслях ему тяжело. Вот он несет эту ношу, да, одиночество, несет это, вот, да, переходим мы ко второму дню. Ему одному одиноко, ему одному горько, такое ощущение, что все на него скинули, все на него сбросили, и вот он один тянет этот крест. И вас также он видит одинокой, и что уже в тягость вам и отношения, и в тягость вообще то, что происходит между вами. И в действиях он, знаете, погружение такое в себя, погружение вовнутрь, также действий от него в этот день ожидать не стоит, он закроется и все, ключ выбросит от двери. Не будет он к вам никак себя проявлять, будет находиться в себе, а тут тишина и вот абсолютная отгороженность, погружение лишь в себя, в свои какие-то переживания, в свои заботы. Далее, четвертый день. Вот тут в четвертый день может Остапа понести. Остапа понести, и в мыслях он будет понимать, что уже вы не вместе все равно, потому что да, вроде как вместе, но на самом деле каждый чувствует себя одиноком. И вы одиноки, и он одинок. И вот это вот все, вот эта вот накрутка одиночества, того, что уже прошлого не вернешь, и в отношениях уже все так сложно и так больно, и все это будет накручиваться, все это будет развиваться, расширяться, и вот он будет чувствовать себя одиноким. В действиях у нас карта развилка и карта книга.
Тут могут быть какие-то изменения в его действиях, и он пока сам не понимает, куда, как ему дальше двигаться, как ему с вами себя вести и вообще, что ему делать. Вот тут человек стоит на распутье, и причем он хочет понять, но пока книга у нас закрыта, но вот не будет у него ни понимания, ни осознания того, куда двигаться и как ему с вами себя вести. Да, захочет понять, да, захочет как-то спланировать, да, свои дальнейшие действия, да, и как вообще будете вы жить дальше в этих отношениях, но пока у него это не получится, по крайней мере, вот на 3-й день, как вы это гадание смотрите. Дальше 4-й день, а вот тут уже более... В мыслях появляется больше ясности, тут он уже будет понимать, что и как, и будет уже осознавать, что те рамки, в которых вы и он находитесь, из них уже нужно вырваться, их нужно уже преодолеть и убрать, разрушить. Вот захочет он какой-то свободы, захочет он какого-то некого такого творческой свободы, чтобы можно было свободно действовать, свободно говорить, свободно проявлять свои чувства, эмоции и так далее и тому подобное. И в действиях у нас, смотрите, карта змея, карта букет. Вот тут может, конечно, по змее проснуться, включиться у него какие-то такие мужские, как говорится, низменные инстинкты, да, тут он как-то может перейти от слов к действию или от молчания сразу к действию, даже без слов по змее. И в то же время здесь он может быть достаточно агрессивным, достаточно осторожным, таким вот, как уж на сковородке будет выкручиваться, пытаться добиться своего. Будет к вам открыт, но так вот избирательно. Может быть, будет говорить какие-то комплименты, куда-то пригласит, сделает какой-то небольшой подарок, бонус. Может быть, даже и букет цветов пришлет, как у нас мы видим на картинке. Но все это будет распланировано, спланировано, задумано. Это какой-то будет его один из этапов, один из пунктов его действий по развитию и движению ваших отношений. Потому что, смотрите, здесь, да, у нас была развилка и книга, да, он был на распутье, в раздрайве, пока не понимал, что же ему делать дальше, но, видимо, все-таки подумал, посидел и понял, и решил для себя, придумал свою тактику поведения. И вот здесь уже и в мыслях у него более свободные, более открытые мысли, да, тут уже есть четкое понимание, куда двигаться и как двигаться, но есть, опять же, некие рамки, которые он хочет разрушить. И вот здесь уже пойдет движение, но движение хитрое, движение скользкое, к тому, чтобы уже двигаться дальше, либо пан, либо пропан, как говорится, отношения, либо они исцелятся, да, и восстановятся, либо уже они разорвутся. Вот здесь он начнет действовать, но мы пока еще дальше не видим, к чему все это приведет. Посмотрим у нас уже в следующем раскладе, дальше, через 4 денечка. Это был вариант номер 3, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всего вам самого хорошего. Надеюсь, вам видео нравится. Если нравится, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик обязательно. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. До встречи в других моих видео. Всем пока!